я была в Высокусской области, в Джитогусском районе, и там вот задают такие вопросы. Это даже не вопросы, это претензии к Министерству сельского хозяйства о том, что Министерство сельского хозяйства на должном уровне не проводит консультационные услуги. И хотелось бы узнать вот по экономическому районированию, да, какие вы мероприятия делаете. Почему? Потому что вот такие вот вопросы задают. Они элементарно в заблуждении, они не знают, вот, какая, допустим, продукция эффективна будет, да, для взращивания и для дальнейшей продажи. Допустим, с какой продукцией можно будет получить хороший урожай и дальше продать. Потому что одним из ваших функций это помощь в дальнейшей реализации этого сельскохозяйственной продукции. Поэтому это вот их основные вопросы, вот именно по консультационным услугам, вот породистый крупнорогатый скот или же мелкорогатый скот. Да? Почему я вот этот вопрос задаю? Потому что им тяжело сейчас реализовывать эту сельскохозяйственную продукцию. И должных консультаций с Минсельхоза они не получают. Скажите мне, пожалуйста, вот по экономическому районированию вы что делаете? Аида Джексимбаевна, вы тоже правильный вопрос подняли, но в настоящее время Министерство сельского хозяйства сейчас мобильное министерство. Мы в зимнее время консультативные учебы проводим. И во всех регионах, во всех аильных округах, в районах мы проводим. Может быть, вот с вами, которые встретились, может быть, в наших учебах не участвовали. Мы полностью по специализации, по животноводству, по растениеводству мы объясняем в учебах. И какие сельскохозяйственные продукции надо сеять, в каком регионе, климатические условия, сколько будет получать урожайность. Полностью мы во время учебы полностью мы это передаем. В середине июня мы хотим провести выездное заседание. И они просят именно представителей Министерства сельского хозяйства. Я вам письменно отправлю тогда свои письмо. С удовольствием будем участвовать. Рахмат.